Var radiosundan Olkanşa Milli Muzikal Pремиясы. Они не просто числились. Такое трудно сейчас представить, но депутатами первого созыва Верховного Совета ТАССР вместе с рабочими, крестьянами, интеллигенцией были и высшие руководители страны, в том числе и Иосиф Сталин. Как говорят, в то время это было общепринято. По всем вопросам, связанным с деятельностью Верховного Совета, правительства, дел в республике, через них все это проходило, то есть вынуждены были к ним обращаться. Они приезжали сюда? Нет. Нет, ну, с частными визитами, с экспедиционными поездками, но не Иосиф Виссарионович Сталин. Первым депутатом республики и вместо 4 пришлось поработать 9 лет, причем трети состава на фронтах Великой Отечественной войны. Состав президиума, правительства и все другие вопросы, они проходили при моем самом непосредственном активном участии. А время было очень сложное, и с подбором кадров было очень-очень трудно. Вспомнив все главные вехи Верховного Совета, отметили, что именно он помог республике плавно перейти от социализма к капитализму и успешно развиваться. Менялись эпохи, но неизменным оставалось стремление депутатов нашего парламента внести свой вклад в процветание Татарстана и улучшение жизни татарстанцев. В период системных преобразований парламент Татарстана сыграл важнейшую роль в их законодательном обеспечении. Принятие закона о мягком вхождении в рынок, ликвидации ветхого жилья, противодействие преступности способствовали стабилизации общественной жизни республики. Тот факт, что Татарстан сегодня является регионом с мощной экономикой, устойчивой социальной сферой, со слаженной работой всех уровней власти, ветвей власти, успешно развивающимся гражданским обществом, является заслугой в том числе и Государственного Совета Республики. История Верховного Совета насчитала 12 созывов. В середине 90-х от него начал свое летоисчисление Государственный Совет Татарстана. Высший орган государственной власти получил весьма большие по тем временам полномочия. Право принимать Конституцию и законы, утверждать народно-хозяйственные планы и бюджет республики, контролировать соблюдение законности. Как в своем выступлении отметил последний председатель Верховного Совета ТАССР и первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев, самосознание и стремление к самоопределению татарстанцев помогли развитию всего федерализма России. Договор о разграничении полномочий помог сохранить мир, многонациональное единство и целостность страны. Эти годы нам дали возможность, а это бывает редчайшие случаи в истории народов, это рост самосознания нашего народа. Неоднократно мы говорили, что не может Россия быть демократичным государством, если она не будет демократической федерацией. Это показывает сама жизнь, сама история. Свое слово успели сказать. И то, что выход на предмет договора. Татарстан первым заявил о своих правах. Это многонациональная республика. Она должна была, она обязана была. И этим гордиться нужно во все время. Развитие федерализма помогло Татарстану утвердить свою уникальную символику, известную сейчас далеко за пределами страны. Мы не могли ставить даже полумесяц на башню Сюмбики. Ренат, так? Башню Сюмбики. Кто не сталкивался, тот не знает, что это такое. Как переживали. Минтимир Шаймиев предложил решение языкового вопроса. Фонд Возрождения готов заняться открытием 3 языковых школ, пока одной. Место для нее уже подбирают в Казани. Через это мы сейчас снимем противоречия между родителями разных национальностей и разных владений, значит, языками. А это же в основном государственный язык Российской Федерации, государственный язык нашей республики, английский язык – это язык общения. Каждая семья об этом мечтает. Независимо от обеспеченности, уровня обеспеченности и так далее. Эти вопросы мы должны... Я не говорю чисто об элитной школе. Школу мы должны... Вначале какие-то моменты будут, наверное, но в дальнейшем сделать она доступна. Ну, в дальнейшем мы могли бы, вот, если отработаем такую модель, на базе уже имеющейся школы, реконструкции и так далее. На будущее госсоветник Татарстана рекомендовал современным парламентариям отстаивать заложенные в республике принципы демократии и федерализма. Мы должны иметь дух, силу и должны оставаться народом, республикой,
которая борется за демократическую федерацию Российской Федерации. Беречь федерацию, делать ее более демократичным. Почему? Потому что такого аналога многонационального федерализма нету в мире. Дмитрий Аверин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.